На этот раз сотрудницы швейного цеха свою привычную униформу поменяли на вечерние наряды. Повод самый что ни на есть уважительный. Предприятию 30. Глава Коми, заглянувший на праздник, отметил уют и тепло, с которым его встречает практически стопроцентный женский коллектив. Я тоже имею честь носить отдельные вещи, сшитые вашими руками. У меня есть ряд таких специализированных костюмов, которые я использую в дальних поездках, в определенных своих мероприятиях. Я вам могу сказать, вот когда я одеваю костюм, сшитый на Сосногорской швейной фабрике, во-первых, я ощущаю себя просто как дома. Во-вторых, это добавляет мне, помимо того, что я так человек уверенный, но еще больше уверенности. И в-третьих, я могу гордиться, потому что я, как правило, когда снимаю куртку, я так сразу ее разворачиваю. Видели, где сшито? На Сосногорской швейной фабрике. Свои первые шаги швейная фабрика начинала в трудные для страны годы, в 87-м. Тогда предприятие выпускало простые изделия, постельное белье и халаты, например. Но уже через 3 года перешла к освоению форменной и верхней одежды. Сегодня в спецовке, сшитой в этих цехах, несут службу нефтяники, газовики, рабочие лесной, горнодобывающей, строительной отрасли, медики, сотрудники силовых министерств и ведомств, железнодорожного транспорта. Тот настрой, тот оптимизм и вообще та ваша уверенность в будущее, которая создается вместе с вашим руководителем, оно заражает на дополнительные позитивные свершения. Я хочу, чтобы те изменения, которые, безусловно, будут, и они уже происходят, и те возможности, которые у нас появятся дополнительно, они, конечно, шли исключительно только на пользу, шли на благосостояние именно вас, как людей труда, как тех, кто своими руками, своим патриотизмом, своей творческой жилкой создает то, чем мы гордимся. Самое приятное юбиляров ожидало на торжественном собрании. Отличившимся сотрудникам фабрики глава вручил государственные награды. Константин Куратов, Елена Кононова, Павел Дурников, Елена Двожик, телеканал Юрган, Сосногорск.